Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников. И вместе со мной в студии руководитель автономной некоммерческой организации «Шишире» Салават Хамидуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о роде с названием кыргыз. Целого народа. Кыргыз. Обычно, когда говоришь, вот род кыргыз, все, а что это, те кыргызы, что ли, там, эти, а что там? И сразу вопрос, какое отношение там к тем кыргызам, то есть к современным кыргызам, которых мы знаем в Средней Азии, при Тянь-Шане, которые, значит, живут. Вот, ну, все по порядку. Башкиры рода кыргыз населяют запад нашей республики, территории современного Бакалинского, Илишевского, Краснокамского, Туймазинского, Шаранского районов, а также Актанышского и Бавлинского и Ютазинского района Республики Татарстан. Большой какой род. Ну да, такой крупный род. Кто они такие, что такое? Это, в общем-то, большая научная дискуссия в свое время существовала. Если кто знает, был такой русский выдающийся исследователь, путешественник, востоковед Грум Гржимайло, географ. У него там даже была такая работа «Белокурая, там, раса Азии». И вопрос он поднял один линах и так далее. Значит, там, потому что по китайским источникам, по очень древним, на границах с Китаем жили расы людей, в общем-то, европеоидного облика. Для нас не загадка-то во многом, да. Потому что и сарматы, да, это все европейские племена, которые... Да, и вот как раз вот эти кыргызы, которых вот мы знаем, да, вот как раз относились вот к той европеоидной расе. Какие коллизии истории возникают, да, вроде бы сейчас кто бы сказал, что кыргызы в древности, у нас кыргыз, это понятно, значит, человек такой, в общем-то, определенного, да, расового типа, там, ну, монголоидного и так далее, да. В общем-то, в древности было совсем по-другому. Было племя, значит, кыргызов на территории современной Хакасии, да, Минусинская впадина, и очень было у них развитое государство, были и города, поливное земледелие, ну, много чего. Хорошо, наверное, рассказали бы об этом археологи. Но вот какое описание осталось о них. Хроника Таншу описывает кыргызов, которые вот жили, значит, в верховьях Енисея. Народонаселение простирается до нескольких сот тысяч. Представляете? То есть, это для эпохи античности или там раннего Средневековья это огромный народ, несколько сот тысяч. Строевого войска 80 тысяч. Почва там летом болотистая, зимой много снега. Жители вообще рослые, с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глазами. Черные волосы считались нехорошим признаком. Они горды и стойки. Храбрые из них татуируют руки себе, а женщины по выходе замуж татуируют себе шею. Я так понимаю, что этот народ, ну, по потомкам этого народа, это современные хакасы. Сейчас мы к этому вернемся. Вот. Первый месяц в году называют Мауши, ай. Ай значит месяц. Вот это известие говорит, что они были тюркоязычные. Тюркоязычные, да. Да, тюркоязычные и так далее. Вот эти кыргызы, они известны, значит, еще со времен гуннов. В общем-то, первые известия о кыргызах, наверное, относятся к 3 веку до нашей эры. Родовая номенклатура, если мы будем исходить вот чисто таких номиналистских позиций, вот это, наверное, одна из самых древних, да? Да. Вот этих родовых структур в составе башкирского народа, коли кыргызы упоминаются аж в 3 веке до нашей эры. Жили себе последовательно, входя в состав различных империй. Сначала, значит, империи гуннов, потом, значит, в раннем Средневековье в состав империи тюрков. Не зря же называется архон-енисейская письменность. Вот, архонская – это понятно, это река Архон в Монголии, это, собственно, тюркская. А енисейская письменность – это кыргызская письменность в верховьях реки Енисей. Тоже те же самые буквы, там небольшие отличия. Много о себе там памятников оставили именно на каменных стелах. У них, кстати, были и бумажные документы. Ну, понятное дело, все это не сохранилось. Как тюркские бумажные документы, так и кыргызские. Чисто территориально и источники, и вообще какие-то их там торговые связи были в основном ориентированы на Китай. Да, в основном Китай, естественно, Китай, потому что Китай это вот был и тогда центр вселенной был, вернее, и сейчас, и становится центром вселенной, и тогда это тоже. А тогда тем более, так скажем, Китай это вот такое светило, к которому тянулись, как вот эти мошки или там как бабочки, летели на свет, на пламя, и все, значит, вот эти народы погибали. Вот такая метафора, она не мной придумана, она, в общем-то, в тюркских рунических памятниках об этом, значит, написано: вы там народы приближаетесь к Китаю, и потом, значит, все, ничего от вас не остается. Становитесь сначала зависимыми от Китая в плане материальных каких-то благ, потом ассимилируетесь, и, значит, теряете язык, и потом, в общем, от вас ничего не остается. То есть, это проблема не нова. Тюрки, кыргызы и другие народы, которые находились в орбите влияния Китая или рядом с Китаем, это все осознавалось уже, значит, 2000 лет назад. И сейчас так есть, к сожалению. А может, к счастью.
Ну, я вот успел, да, пробежаться немножко по истории вот этих кыргызов, которые жили на территории вот там Енисея и современной Хакасии. Их, кстати, их так и называют, енисейские кыргызы, чтобы не путать с современными кыргызами. Да. Так вот, я так понял, что у них еще большая история взаимоотношений с уйгурами была. С уйгурами. Потом уйгурский каганат был. Они, значит, входили в состав уйгурского каганата. Потом, в итоге, как всегда, в общем-то, какие-то распри и так далее. И потом, значит, когда уйгурский каганат начал слабеть, а уйгуры начали слабеть, потому что приняли религию, манихейство, в общем-то, которая ближневосточная, такая очень все такое тонкая там, идеология, которую Лев Гумилев называл антисистемной там, идеологией, потому что она была мироотрицающей. В общем-то, она привела к ослаблению каганата, и потом уже кыргызский хан, который сидел на Енисее, захватил уйгур. Да, угрожал, значит, написал ему письмо: я скоро приду, возьму твою Золотую Орду, значит, захвачу твое ханство. Ну, собственно, так и случилось. Вот. В IX веке кыргызы вторглись, разгромили уйгурский каганат, захватили столицу их, Кара-Балгасун, который, видимо, тоже где-то находился на реке Архон. Потом где-то рядом возникло государство Каракарум монгольское, вот, потому что всегда ощущалась вот эта земля как некий политический центр Центральной Азии. Вот. Ну и потом кыргызы, кстати, они не стали, в общем-то, удерживать эти степи Центральной Азии. Они разгромили и обратно ушли к себе. Ну, кстати, был период такой, значит, кыргызское великодержавие. После этого... Это все конец древнего мира, начало Средневековья? Нет. Кыргызское великодержавие, это начиная где-то, наверное, IX век. Там, условно говоря, там максимальная, так скажем, их вот эта экспансия, наверное, выпала где-то на X-XI век. Дело в том, что был такой историк персидский, Абдулхай Гордизи, писал о кыргызах, и, значит, он упоминает Башджурта, которого хазарский каганат посылал вытеснить Саклаба. И там он дает пояснение, кого он считает саклабами. Саклабы вообще славян называли. Термин «саклаб» происходит от византийского «склавины». Склавинами, значит, называли византийцы славян, а тут какой-то башкир, башджур там, или башгурт. Этот антропоним отражает как бы персонифицированный этноним башкор. Да? Этот правитель башжурт, который являлся вассалом хазарского кагана, его посылает вытеснить саклаба с территории Хазарии. И потом это все анализировалось, в общем-то, и ученые пришли к мнению, что имелось в виду не славяне, а саклабы. А дело в том, что Гордизи поясняет, что он саклабами называл кыргызов. За то, что у них, говорит, голубые глаза, значит, и они рыжие. И он потом и подтверждает это. Вот. И вот какой-то башкирский вассал хазарского кагана, в общем-то, причем это он же не пошел куда-то на Енисей сражаться, значит, с кыргызами. А кыргызы вот как раз это был период самодержавия, когда кыргызы непосредственно приблизились к Южному Уралу. Вот это было приближение. Со стороны Сибири. Да, со стороны Сибири. Со стороны Сибири они до Иртыша точно доходили. Потом, кстати, вот по этому источнику Абдулхай пишет, что этот Башжурт подружились с этими, с кыргызами, и вступили в родство, так что все слились в одно целое. Признаки славянского происхождения еще заметны в наружности кыргызов. Именно красные волосы и белая кожа. И вот какая-то часть кыргызов, как раз вот в пору вот этих непосредственных, скажем, контактов между башкирами и енисейскими кыргызами, какая-то часть кыргызов, я считаю, откололась, да, откололась. И вот все, вот она ушла как бы к нам сюда, в Башкирию, и они вошли, в общем-то, в состав башкирского народа. И Шижире у них там есть свое, его процитировал, привел в своей работе по истории кыргызов Абрамзон. Одним словом, это у них очень такая большая, я бы сказал, выдающаяся история одной из древних таких этносов, тюркоязычных этносов. Потом, значит, у них период был великодержавие, потом часть этих кыргызов оказалась в Башкирии. В общем-то, какое отношение к нынешним кыргызам имеет? Мнение такое сформировалось. Сначала было мнение в советской историографии, что никакого отношения не имеет. И вот, что просто кыргызы, этноним прилепился потому, что... А вот, что он означает? Кто его знает, что означает? То есть нет у нас никаких предположений. Нет. Там это всякие есть предположения. Кыргыз, как бы 40 девушек или так далее. Там, но это все это просто это домыслы и предположения. То есть никто ничего определенно сказать не может. И считалось, что как бы вот эти кыргызы тяньшанские, кыргызам енисейским никакого не имеет отношения. Но я так не считаю, поскольку все-таки как-то ведь этот этноним передался туда, да, вышли там работы Худякова, которые, в общем-то, доказывают, что какая-то часть енисейских кыргызов оторвалась от основного ядра своего этноса и потом мигрировала на Тянь-Шань. Естественно, объединила там местные какие-то там тяньшанские там племена, народности и дало свой этноним.
Это были уже не чисто такие енисейские кыргызы, но тем не менее. Ну, давайте теперь о 18-м, да, там 17-18 веке поговорим. Какие документы сохранились, кроме Шежире, и, соответственно, что с восстаниями? Ну, документов по ним, я думаю, достаточно сохранилось. Там. Я просто могу сказать, что на каждую программу Салават приносит книги, и книга о роде кыргыз, наверное, самая толстая пока. Нет, есть толще немножко. Но пока из тех, что приносили. Да. Очень много документов по ним? Документов достаточно, потому что они владели вотчинными землями, и, как правило, все вот эти земельные споры, они отражались в документах, они судились со своими соседями, значит, с башкирами Гирейской волости, там, ну, в общем-то, такие взаимоотношения, документы 17 века и так далее. Там кыргызы, допустим, оседали на территории Гирейской волости в качестве припущенников. Вот, например, вот село Актаныш есть, райцентр Актанышского района Татарстана. Так вот, там, значит, население из кого состоит? Состоит из башкир-вотчинников Гирейской волости и башкир-припущенников Кыргызской волости. Вот как бы вот из двух родов сложилось население вот этого, значит, райцентра. Ну, как и весь Актанышский район, в основном как раз там крупнейшие роды на территории Актанышского района, это, значит, гирейцы, кыргызы, ну и другие, енейские еще там башкиры проживают, потомки, вернее. Сейчас я не знаю, как они себя осознают, но, по крайней мере, предки у них были башкирами. Все, наверное, знают певицу Алсу. Ее отец, Ралиф Сафин, происходит из деревни Уяндыково, а Уяндыково – это выселок из деревни Старокыргызово Илишевского района. Угу. Вот они являются башкирами рода кыргыз. Потом, значит, много деятелей в Татарстане, вот как раз и по происхождению башкирами рода кыргыз являются вот известные там братья Минулины. Вот у нас народный писатель РБ Суфьян Поварисов, уже покойный, тоже был башкиром из рода. Он писал на татарском, поэтому как бы писатель что определяет? На каком языке он пишет? Да. Да. То есть ты можешь быть евреем, но ты пишешь на русском языке, естественно, ты русский писатель. Значит, Суфьян Поварисов, который вот, филолог и писатель, известный профессор, юрист Фанис Раянов, доктор юридических наук. Я напомню, что это была программа «История башкирских родов». У микрофонов были Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации ШЖ Салават Хамидуллин. До свидания. До свидания.